Студент первого курса экономического факультета Салим Султыгов обучается по направлению финансы и кредит. Поэтому, наверное, за круглый стол садится, как говорится, во всеоружии. В своем докладе Салим поднимает актуальную на сегодняшний день тему о рынке труда в России, в частности, в Северокавказском округе. По общей статистике в России на неделю с 14 февраля по 20 февраля и на неделю с 7 марта по 13 можно выделить 10 сфер с наиболее сильными изменениями HeadHunter индекса, который рассчитывается как отношение числа к резюме к числу вакансий. Наблюдается сильная динамика увеличения показателей. Это юристы, страхование, административный персонал, начало карьеры студенты, начинающие специалисты, а также наука, образование, управление персоналом, бухгалтерия, финансы, высший менеджмент, закупки, искусство и масс-медиа. Заметнее всего, HeadHunter за последние 3 недели вырос в сферах страхования и юриспруденции. Круглый стол, госслужба или бизнес, где начать карьеру, призван найти точку соприкосновения двух составляющих, а помогут добиться этого участники мероприятия. Это представители различных министерств, ведомств и фондов, статистические данные в цифрах, аналитика, результаты опросов и многое другое. В научной библиотеке Ингушского государственного университета, кажется, обсуждается вся жизнь частного сектора. Спросы, предложения, в каких сферах наиболее востребован персонал, в частности, IT-сообщества республики. У нас ребята непосредственно работают не только на внутренние российские или региональные рынки, а выходят также на заграничные рынки. Вот по данным опроса здесь статистика была предоставлена, что там есть определенное количество ребят, которые работают на заграничный рынок. Мотив был такой, чтобы показать ребятам, что в принципе мы доросли и созрели до того, чтобы непосредственно предоставлять свои услуги и реализовывать свои навыки уже и на уровне общероссийском, и на заграничном уровне. Вот таким образом. Заработные платы привели, потому что, думаю, максимально актуально для молодежи, учитывая то, что у нас доходы населения низкие, уровень жизни низкий. И вот именно интернет-профессии, которые сейчас начнут набирать обороты, как говорят сами люди, которые реализовали себя в интернет-профессиях непосредственно, мы видим вот какой-то точкой роста. Помощник министра труда Мадина Мациева рассказала, Ингушетия на протяжении многих лет является регионом с критической ситуацией на рынке труда и низкими условиями трудоустройства. Тем не менее, при помощи реализации региональных и федеральных программ внедряют превентивные меры. Ведомство в рамках заключенного соглашения на протяжении многих лет обменивается информацией о наличии свободных рабочих мест и с региональным центром содействия трудоустройства выпускников ИНГУ. У нас на протяжении 10 лет работала программа «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда». И в рамках реализации этой программы очень востребовано было направление стажировка выпускников. И я не скажу, что это был вау-эффект, но тем не менее, если смотреть, провести такой анализ, в регионах СКФО 5% от общего числа направляемых на стажировку у нас все-таки закреплялись на рабочих местах. Но и то количество людей, которое просто проходило стажировку, но они снова попадали на рынок труда после того, как они пройдут стажировку. Но уже с багажом определенных знаний, они получали определенные навыки. Специалисты Ингушского управления Федеральной антимонопольной службы поделились о результатах совместной работы с ИНГУ. Так, ведомство заключило соглашение с университетом, согласно которому студентов направляют на стажировку с последующим трудоустройством. Как результат, это 35 новых специалистов УФАС. У нас вот на самом деле очень именно в сфере госзаказа и в сфере антимонопольного регулирования не хватает специалистов, и при прохождении стажировки мы пытаемся вот именно вот этих подготовить специалистов именно в этом направлении. И некоторые остаются у нас на работе, некоторых мы отправляем в наши органы власти, чтобы данные специалисты получали опыт и пригодились нашей республике. Направить в правильное русло идеи и энтузиазм молодых специалистов – цель сегодняшнего мероприятия. Для того, чтобы помочь им в этом, соответственно, нужна и государственная часть, и частный сектор. И мы пытаемся найти вот эту точку соприкосновения, точку пересечения этих двух сфер, двух направлений, благодаря которым сегодня мы сможем как-то в какой-то степени установить будущее наших молодых специалистов.
Круглый стол продолжился обсуждением тематического блока, обмена мнениями и перерывом на кофе-брейк. Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24.